Уполномочен защитить. Глава Ингушетии сегодня встретился с бизнес-омбудсменом Муратом Хаматхановым. Профессии среднего звена резко возросли в престиже. Абитуриентам придется потесниться. Арбуз с риском для жизни. Роспотребнадзор предупреждает. Дождитесь августа. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Сегодня Юнусбек Евкуров принял уполномоченного по правам предпринимателей в Ингушетии Мурата Хаматханова. Ему, кстати, скоро исполняется 65 лет. Глава вручил юбиляру памятный сувенир и пожелал успехов в профессиональной деятельности. Мурат Хаматханов, в свою очередь, доложил о работе, проделанной за последнее полугодие. В частности, на встрече обсудили будущий форум «Деловая Ингушетия». Юнусбек Евкуров отметил, что ему на блог обращаются предприниматели, которые, по их мнению, ущемлены в правах. При должной организации информационной базы эти жалобы должны поступать напрямую к уполномоченному по правам предпринимателей. Мы проверяем каждое обращение, и выявляем, действительно ли права предпринимателей нарушены. Если они нарушены, мы готовы оказать всемирную поддержку. Зачастую нам не приходится обращаться к руководству республики, сами решаем эти вопросы, закрываем. Но когда надо, и ставим известность главу республики, председателя правительства ставим. Пожалуйста, обращайтесь. Мы расположены в городе Магаз по улице Кайсыны-Кулиева, 15. Телефон горячей линии 55 13 31. Если вы обратитесь на этот телефон, вас запишут, и в любой день я принимаю. 75 лет исполняется заслуженному тренеру СССР и России по тяжелой атлетике Ибрагиму Кадзоеву. Глава республики также поздравил юбиляра, упомянул о его вкладе в спортивные успехи Ингушетии и отметил, что Ибрагим Кадзоев является примером для подрастающего поколения республики. В моем понимании тренер – это как учитель, который ответственен на всю жизнь перед тем ребенком, кого он воспитал. Если он по правильному пути пошел, значит плюс тренеру. Если он по плохому пути пошел, значит минус тренеру. Почему? Потому что он его воспитывал, он ему вкладывал, особенно с детства, если дети приходили, занимались спортом. Поэтому Баркул Диариасл, да, Профессия до востребования. Если раньше для поступления в пожарно-спасательный колледж достаточно было сдать нормативы, то в этом году помимо ловкости абитуриентам надо пройти по среднему аттестационному баллу. Ввести конкурсную основу побудило количество поданных документов. Мария Мистоева о престижной учебе. Учиться в пожароспасательном колледже Орджоникидзевского уже изъявило желание 120 человек, когда среднеспециальное учебное заведение предоставило всего 125 мест. Работники колледжа говорят, что в этом году количество поданных документов достигает рекордной отметки, и чтобы как-нибудь упорядочить прием, руководство колледжа планирует ввести конкурсную основу при приеме абитуриентов. Теперь, чтобы поступить в колледж, нужно будет не только сдать нормативы, но и пройти по среднему аттестационному баллу. В этом году очень чувствуется наплыв большой, поступающих очень много, поэтому в этом году сделали конкурс на основу. Дети будут по конкурсу сдавать и по нормативу будут сдавать. Ребята, поступающие в колледж, имеют общее чистое желание научиться спасать людей. Я пришел сегодня, сдал документы, я хочу поступить в спасательную, потому что мне нравится эта работа, спасать людей. Спасение людей – это отважное достоинство. Я хочу поступить в медицинский, на врача. Хочу помогать людям, лечить больных. Мне очень нравится эта профессия. И я надеюсь, что у меня получится. И родители признают, что хорошая слава, которая ходит о колледже, внушает им доверие. Хочу, чтобы мой мальчик вырос хорошим, достойным, помогал. Мальчики должны заниматься спортом, военным делом, спасать людей. И отзывы о колледже хорошие, поэтому я хочу, чтобы он закончил, было нормально. Прием документов в колледже будет вестись до 25 июля. Проходной балл будет определяться после завершения приема документов. Мария Мистоева, Аслан Героев, Новости 24.
Присуждение ежеквартального переходящего кубка за лучшую результативность среди районных центров занятости прошло сегодня в Министерстве труда и социального развития республики. Приз вручается второй раз. По итогам первого квартала этого года лучшим был признан Центр занятости Сунжинского района. Но сегодня он уступил это звание Малгобекскому. Ведомство показало наилучшие результаты во втором квартале. Это работа всего нашего коллектива. Поэтому я, в принципе, благодарен своим сотрудникам за хорошую работу. Мы, в принципе, поработали во втором квартале неплохо по снижению напряженности на рынке труда. Есть определенные успехи. Ну и приятно, что министерство отметило нашу работу. Двор жителей 6 и 8 домов по улице Орджоникидзе в Малгобеке стали образцово-показательными. Заасфальтированы подъездные дороги, появились тротуары, установлена детская площадка и не только. Благоустройство стало результатом обращения местной жительницы к главе Ингушетии. Ну а кардинальные изменения в жилом комплексе произошли в экспресс-режиме. Репортаж Ахмеда Хашагульгова. После обращения к главе Ингушетии с просьбой благоустроить их двор, жители 6 и 8 домов по улице Орджоникидзе и подумать не могли, что их пожелания исполнят в столь короткий срок. Буквально через месяц здесь был проведен целый комплекс мероприятий. По обеим сторонам проезжей части установлен новый бордюрный камень. Полностью заасфальтирована проезжая часть двора. При входе в подъезды и вдоль домов уложена тротуарная плитка. Установлена детская площадка и лавочки. Наш двор сейчас, можно сказать, самый лучший в Малгобеке. Все жители очень довольны, особенно детским площадкой, зоной отдыха. С соседних дворов дети приходят играться здесь, прям на них приятно смотреть. По словам жителей, такого глобального ремонта здесь ждали давно. Теперь здесь создан благоприятный климат для отдыха и досуга, как взрослых, так и самых маленьких жителей. За последних родители теперь спокойны. Вряд ли дети захотят пойти в соседний двор, когда у себя достаточно уютно и комфортно. Жители нашего дома выражают в моем лице большую благодарность и спасибо огромное главе республики, правительству, нашему мэру и всем, кто был задействован в этой работе. При проведении масштабных работ использовались только качественные материалы, а добросовестное исполнение задачи обеспечил постоянный контроль со стороны местных властей. Во время укладки плитки, во время укладки асфальта всегда сюда направлялась комиссия, администрация, сам глава администрации приезжал сюда и смотрел за ходом этих строительных работ. Далее благоустройство Малгобека продолжится заменой старых скамеек на улицах и скверах и строительством новых детских площадок. Ахмед Хашагульгов, Рахман Цуров, Новости 24. Все до последнего зернышка. Аграрии государственного унитарного предприятия «Нестеровское» завершают уборку озимых культур. Земледельцы все же рассчитывают на хороший урожай, несмотря на зной и обильные дожди. А такие перепады, как известно, не способствуют плодородию. Ирина Цычуева продолжит. В эти дни многие сельскохозяйственные предприятия республики заканчивают уборку урожая, в то время как некоторые ее только начинают. Нынешнее лето выдалось жарким, да и обильные дожди отразились на качестве урожая. Но аграрии делают все возможное, чтобы успеть в срок. Этим летом борьба идет чуть ли не за каждый колос и зернышко. Предстоит убрать общая площадь уборочная у нас 3283 гектара. Значит, озимый клин ячменя мы уже убрали, урожайность составила где-то около 25 центнеров. Конечно, это не то, что мы ожидали, но по сравнению с тем, что в других хозяйствах, это наилучший результат, пока, мне кажется. Работа в ГУПе Нестеровского кипит с самого утра. В уборке урожая задействовано 10 единиц современной сельскохозяйственной техники. На предприятии трудится бригада из 5 комбайнеров. У всех высшее техническое образование и стаж работы больше 20 лет. Муса Костоев признается, работа хлеборобов нелегкая, но благородная, и он ею доволен. И в этом году легче работать. Раньше были старые комбайны, кондиционеров не было. А вот в этом году кондиционеры, способность лучше этого комбайна. Татьяна Новикова родилась и выросла в Ингушетии. Всю сознательную жизнь она работает в сельском хозяйстве. Теперь она контролер, следит за сохранностью урожая. В мои обязанности входит, чтобы количество бункеров, сколько загружено в машину, я должна отметить трейс, количество бункеров и, соответственно, вес. Когда возвращается водитель, я должна записать вес. Работа аграриев непрерывна. После уборки урожая они начнут готовить земли для других культур. Невзирая на капризы погоды, работа здесь идет полным ходом. Уже на этой неделе рабочие планируют завершить уборку урожая. Ирина Цычуева, Аслан Героев, Новости 24.
Специалисты Роспотребнадзора любителям бахчевых культур предлагают запастись терпением. Сезон этих лакомств наступает не раньше августа, а пока вместо пользы эти ягоды приносят неприятное послевкусие с небезопасными последствиями в виде отравлений. Ситуацию усугубляют и нерадивые предприниматели. Сюжет Залины Могушковой. Роспотребнадзор продолжает рейдовые мероприятия по выявлению незаконной торговли бахчевыми культурами. На сей раз местом проверок стало сельское поселение Икажево. Здесь для продажи арбузов и дыни отведено специальное место, а это значит, что в других местах их продавать запрещено. В основном места для продажи бахчевых культур, как вы видите, на рынке Балторга у нас в 2 местах. Здесь вот отведено место. Мы, значит, проверяли, у них на руках имеются документы по проверке, имеются ли нитраты или нет. От Роспотребнадзора у них документы имеются. Следующее место чуть дальше, там специально оборудованные корзины, тоже они продают бахчевые культуры. Продавцы обязательно должны иметь при себе сертификат, подтверждающий безопасность реализуемой продукции, а именно документ, в котором указано, что товар прошел лабораторный анализ и в нем не превышена допустимая норма нитратов. Вот эту партию можно употреблять, можно спокойно покупать, потому что лабораторное исследование говорит о том, что данная продукция безопасна для употребления потребителей. Однако были выявлены случаи несанкционированной торговли бахчевыми культурами. Эти продавцы, как их еще называют представители Роспотребнадзора, гастролеры, постоянно меняют места торговли. К тому же они не имеют при себе никаких документов. Проверяющие дали поручение администрации села и участковой службе патрулировать места незаконной продажи и обязать продавцов пройти анализ товаров в установленный срок. Причем реализаторы должны проходить лабораторный анализ при каждом новом поступлении товара. Если они не будут подчиняться вот этим указаниям, которые дали им участковая служба, уже будет возбуждать против них административные дела, передавать их в суд и наказывать их. Это уже будут принимать меры участковая служба вот этого населенного пункта. Продукция, которая не прошла лабораторное исследование, будет изыматься и утилизироваться в соответствии с требованиями. Роспотребнадзор и врачи предупреждают, что сейчас покупать арбуз небезопасно. Несезонные фрукты и овощи содержат много вредных веществ, которые зачастую приводят к самым непредсказуемым последствиям. От покупок бахчевых культур стоит воздержаться хотя бы до конца июля. Но если устоять перед сочной ягодой трудно, нужно помнить, что у торговца арбузами и дынями на руках должно быть заключение санитарно-ветеринарной экспертизы, которую он обязан предъявить покупателю по первому требованию. Залина Могушкова, Магомед Дидигов, Новости 24. Первое описание этого святилища появилось в XVIII веке. Тхабай-Ерды – жемчужина заповедного Джарахского района Ингушетии, где количество древних памятников на душу населения и так многократно превышает все мыслимые пределы. Но даже на этом фоне тысячелетний христианский храм сильно выделяется. Слишком много загадок с ним связано. Репортаж Лейлы Гайсановой. Наша вера – храм веры или 2000 святых. Единого мнения относительно того, как переводится с ингушского названия памятника Тхабай-Ерды, нет. Первое описание храма составил в 1787 году военный квартетмейстер Штедер, а в 1811 году геолог Эндельгард снял план храма и выполнил его зарисовки. В начале 70-х годов прошлого века храм, как памятник всесоюзного значения, был отреставрирован. Великолепие храму придают многочисленные рельефы и разные детали, большинство из которых явно использованы вторично. Видимо, храм не раз восстанавливали. Последняя масштабная реконструкция была в 15 веке. Тогда каменные блоки строители ставили в случайные места, поэтому плиты, составляющие единую композицию, сейчас находятся в разных местах. Среди историков и археологов нет единого мнения о том, кто и когда построил храм, но все не сходятся в одном мнении. Это один из древнейших христианских храмов на территории современной России. Согласно грузинскому народному преданию, Тхабай-Ерды возведен при личном участии царицы Тамары в 7-8 веке, но ученые не подтверждают этого поверья. Однако кое-что в архитектуре горного храма ему соответствует. Это карнизы с грузинским классическим S-образным орнаментом. Они относятся именно к этому периоду. Архитектура храма имеет черты грузинского и ингушского зодчества. Ученые находят много аналогий между Тхабай-Ерды и грузинскими храмами того периода. А это значит, что храм возник как трехцерковная базилия и был купольным. Именно такие церкви были в то время распространены в Грузии. На сегодняшний день от того периода осталась лишь часть основания храма. Трехцерковная базилика с обходом с южной, западной и северной сторон. В общем, и каждый из этих
Вход он украшался декоративно, орнаментально, не встречающихся на других памятниках, не только на территории России, но и на Кавказе в целом, что еще раз подчеркивает ее высокую художественную историческую ценность. Подтверждение того, что храм христианский, а не языческий, служит внешнее оформление сооружения. На фасаде можно увидеть композицию с двумя персонажами. Слева Христос, справа человек с крестом и ножом. Говорят, это был какой-то местный князь. Изображение Христа находится ниже изображения князя. Расположение изначально было другим, говорят ученые. Так как принятая иконографическая субординация не могла быть нарушена. Несмотря на значительные утраты, композицию датируют VIII веком. Туристы, приехав в республику, не упускают возможности посетить Тхабайырды. Лейла Гайсанова, Зарема Бекова, Гапурчах, Киев. Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи.